Конституции написано, что земля, недра, все принадлежит каждому из нас. Ну, а на что получается? Когда приходишь, вот на примере даже наших уважаемых крымчан, просят они свое, и их начинают избивать, их начинают, когда мы начинаем пикетировать, и когда мы начинаем заявлять о своих правах, то нас милиция, никто не будет, а только милиционеры начинают бить и кричать, что мы имеем право вас бить. И поэтому я хочу предоставить слово еще Данилу Рашидову о том, сколько они и как они проводят с 2009 года даже больше своей акции. Добрый день. Рашидов, Лидовер, общественная организация. Ну, на сегодняшний день мы проводили акции, начиная с 2008 года, возле секретариата президента. Мы встречались с президентом Ющенко Виктором Андреевичем, который был согласен с тем, что наш народ и крымчане в целом являются достойными получить. Затем мы провели студийную акцию по этой же проблеме возле кабинета министра, это 2009 год. И в этом году, начиная с 21 июня, мы проводим пикетирование возле секретариата президента. Ну, на сегодняшний день те наши бессрочные акции, которые мы заявляли, на них выносили судебные решения, нам запрещали выходить на площадь под всевозможными причинами. И мы тоже искали выходы, чтобы остаться на площади. Мы заявляли новые акции, новые люди выходили, брали на себя ответственность на проведение этих акций. И на сегодняшний день на нас составлено, на участников нашей акции, более 20 актов, протоколов. И на нас вынесло судебное решение, это более 1000 людей. Ну, мы считаем, что государство ведет информационную войну и войну с демократией, так как нам запрещают изъявлять свою волю, свое мнение, и всевозможными путями нас стараются брать с площади. И если мы сегодня, не объединившись с другими общественными организациями, правовыми организациями, мы совместно не выступим на защиту своего слова, на защиту демократии, то в дальнейшем нам вообще запретят изъявлять свою волю. И, допустим, вот последнее, которое нам запрет вынесли в связи с приездом патриарха Руси, то мы считаем, что это вообще к нам никакого отношения не было, так как мы находились на той территории, на которой патриарх не посещал. Мы не выступаем против разногласий, которые сейчас происходят между украинской и московской церковью. Мы не участвуем в этих разногласиях, и все равно нам было запрещено проводить акцию протестную. Поэтому обращаясь к общественным организациям, я просил их поддержать нас и помочь в том, что мы сейчас делаем. И вот в дополнение к тому, что сказал Телевер, я хочу сказать еще об одном. То, что сейчас проходит, то есть разные попытки запрета акций, это есть ничто иное, как обкатка судебных решений, которые затем будут использованы на всей территории Украины. И горький пример этому уже есть. Когда в Киеве в первый раз за время правления Януковича была запрещена мирная акция, это было 23 июля, буквально через неделю в Симферополе запретили все мирные акции на целый месяц. Через 2 недели запретили акции в Днепропетровске. То есть Киевский суд создал прецедент, в котором любой сбор мирных граждан может быть приравнен к административному правонарушению. Вчерашнее заседание Печерского суда, когда на наших людей было объявлено административное правонарушение и наложен денежный штраф, это второй такой прецедент. Теперь каждый гражданин, который вышел на защиту своих прав, может быть подвергнут денежному взысканию. И вот этот прецедент мы должны придать самой широкой огласке, чтобы общественность выступила против такой практики властей. Если мы этого не сделаем, завтра такая практика побежит по всем регионам Украины.